Достар. Мы в Красноярске. Весь кринж ситуации такой. А? Сейчас сделаю. Сегодня в Красноярске плюс 31 градус. Мост называется Вантовый, оказывается. Мы на рикше. Ага. Виды прекрасные. Я с утра поработала, даже успела. Ой. Ага, ой, обогнали. Такие немножко медленные. А, да? А, электронные рикши даже есть. Ну почему мы взяли вот такой четырехколесный? Потому что я не умею ездить на велосипеде. Ага. Поэтому я так, как помощник твой сижу, иди, управление по левому борту. Ой. Так, дальше. И смотрите, как красиво. Ну, давай, прямо. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Ну все, ребята, на этом наше путешествие по Красноярску заканчивается. Угу. Такое короткое. И теперь держим путь в Иркутск. Улан-Удэ, да. Байкал. Ага. Все, до новых встреч на дороге. Ага, поехали. Посмотрите, что творится под мостом. Ух ты. Классное городское пространство, я вам скажу. Угу. Супер. Ты управляешь. Здравствуйте. Халина. Хайда. Я чувствую, что я управляю жизнью. Прикольно. Ну, а что такие есть? Ага, я управляю жизнью, управляю велосипедом. Красота. Давай только ты точно сможешь остановиться, да? Вон люди ходят. Давай, велосипедная дорога, вот она. Одна. Ну вот она. Куда? Налево. Эй, направо. Ой, сейчас не работает. Вот ты. Мы все втроем в панамках. Вписываемся ли мы в город? Нет. Так, мы сейчас едем по улице Ленина. Будем проезжать очередной мост. Мы уже сколько мостов проехали? 2 моста, да? В Семее, в Барнауле и теперь в Красноярске. Вот мы заезжаем в мост. На мост. Красота. Вот такие автобусы. Через реку Енисей. Так, этот мост Улана. Это коммунальный мост. Ага, называется. Коммунальный мост. Именно он запечатлен на 10-рублевой купюре. Если вот у вас есть 10-рублевая купюра, можете посмотреть, по какому мосту мы сейчас проезжаем. Вот, пожалуйста. Река Енисей. Пожалуйста. И следующая остановка в сторону Иркутска. Но сегодня по плану у нас мы не будем доезжать до Иркутска, потому что еще целых 1000 километров. А сейчас у нас сколько уже? 2 часа, по-моему. Ага. Да, конечно, если бы мы выехали пораньше, мы бы, конечно, доехали бы до Иркутска, но работать тоже надо. А кушать хлеб тоже надо, кормить себя тоже надо, поэтому работа не ждет. Вот.
Смотрите, какой раритетный трамвайчик. Смотрите, поезд. А мы все на пути к Иркутску. Осталось где-то 790 километров. Но мы сегодня решили, что доезжать мы не будем. Мы поздно выехали. Поэтому где-нибудь остановимся у чайной. Смонтируем наш влог сегодняшний и выпустим. Прикольно. Так интересно. Ура! Мы в Иркутской области! Надпись Иркутской области я пропустила, потому что не успела. Ну, я думала, я снимаю, я, оказывается, не снимала. Вот. Что мы делаем? Касхала, сейчас посмотрим-ка. 700 километров. Жетыжүз километр халбыт. Слушаем мы подкаст Маргулана Симбаева. Да, тут полностью согласен. Очень интересно. Кушаем семечки. Не заставишь себя Есть два способа дать тебе смысл. Дать деньги, Едем. либо сказать, это тебе важно. Друзья, мы скоро заканчиваем на сегодня наш трип. Но мы сейчас в поисках ночлега. Где-нибудь в кафешке, у кафешки, наверное, уснем между фурами. Очень много машин с Владивостока, которые перегоняют. Такие, как с фильма «Безумный Макс», они выглядят укутанные в брезент, что ли, чтобы, ну, как бы машина не испортилась. Что еще? Только что у нас стала разница с Алматой 3 часа. В Алмате сейчас, ну, в Казахстане в 6:30, 6:30. А тут 9:30. Вот, пожалуйста, 7:30, 9 и 9:30, 9:30 вечера. С Якутском у нас разница только 1 час теперь. Вообще разница во времени начинается, когда вот пересекаете границу, да, в Россию попадаете, и сразу у вас разница в 2 часа становится с Казахстана, в Алтайском краю. А потом вот мы в Иркутск, заехали же в Иркутскую область, и сразу разница 1 час. И когда мы заедем уже, ну, примерно рядом с Читой или с Невером, у нас уже разница с Казахстаном будет 4 часа. Вот так вот. Ну что, вот такие виды, лес кругом. Едем. Сегодня почти весь день вот в машине были, никуда не останавливались, нигде не останавливались. Осталось у нас где-то до Иркутска 610 километров было по последним данным. Вот. Так, ну мы еще ищем место для того, чтобы смонтировать влог. О, ровно 600 километров осталось. Ага. Ой, это связь, да? Ой, где-то тут связь, значит. Мы хотим переночевать там, где есть связь, потому что нужно смонтировать влог и уже загрузить. Понятно, да? А с интернетом тут беда. Ну, конечно, местами есть, местами нет. Так что, ребятули, уже, наверное, ну, еще отснимем, как заедем, где. Надеюсь, сегодня мы сможем выгрузить YouTube, потому что, ну, читаю ваши комментарии, это вообще максимально мило, потому что, ну, отвечу всем обязательно, ну, как с интернетом хорошо будет, наверное, когда приеду домой, наверное, или с Иркутска, посмотрим, потому что мы 2 телефонами пользуемся, то связь есть, то ее нет вообще. И что еще максимально мило, прочитала комментарии, так понравилось, спасибо огромное, вообще как-то, ну, очень радостно и очень тепло на душе от таких теплых комментариев, от таких добрых комментариев. Спасибо огромное. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, а мы будем продолжать, даже если не поставите и не будете комментировать. Но в любом случае, спасибо огромное. Ну, мы еще постараемся отснять с места, где мы будем спать. Ага, с ночевой. Вот, посмотрим. Ой, семечки мои. Все, до скорой встречи.
ребята, мы нашли то самое место Паллада кафе. Ай, сейчас покушаем, отдохнем и будем спать вот тут на стоянке. Нормально. Вот, пожалуйста, посмотрите. Бабочки камикадзе. Угу. Жизнь просто. Все, мы пошли кушать. Итак, ребята, есть летник вот в этом кафе. Ага. Ксюша заказала себе борщ. Ага. Лимон покажи, пожалуйста. Чай с лимоном, который стоит на 50 рублей дороже. Так, подожди. Жопка такая, короче. У Ники мясо по-французски. Вообще по-французски. Ага, я не знаю, тут Ника очень много ест. Ага, кто не знает. Для нее это порция пипец, как маленькая. Ну, а я взяла лагман. Лагман всему голова. Ой, господи. Лагман вот в таких поездках самое то. Угу. Тут посмотрим, попробуем. Ага, лапша, конечно, не лагман, но ничего, чё. Все-таки не национальное русское блюдо. Вот так вот. Что? Асбулсун? Рахмет и деньги. Асбулсун, да. Ребята, ну что, мы покушали, сейчас будем отдыхать, я буду монтировать влог, и позади 3000 километров, почти половина пути пройдена, и сегодня мы вот будем здесь спать, а завтра уже должны днем быть в Иркутске, и потом где-то к вечеру мы будем на Байкале. И от этого лохмурашки, и уже почти половина пути до родины осталась. Да, все. Всем спасибо за то, что наблюдаете, комментируете. Огромная благодарность. Мне очень приятно. И это прекрасно, когда люди могут делиться своими добрыми комментариями, писать под влогами, да, человеку, которого физически, ну, как бы в жизни и не видели, и не знаете. И это для меня, например, это очень ценно, потому что это совсем же новый влог, и как-то я все-таки начинаю проявляться в другой стране же. Ага, и это от этого тоже очень ценно. И поэтому давайте жить дружно, мир во всем мире я хочу. И давайте говорить друг другу комплименты. Спасибо огромное за то, что вы есть. Желаю вам огромного всем позитива, доброты, счастья, радости. Ага, и прям каждый день это реально праздник. Проживайте его радостно и смотрите мои влоги. И ну вот, скоро доберемся. Сейчас я все начинаю монтировать и не буду вас оставлять в Красноярске. Там был такой милый комментарий, типа, не оставляйте нас в Краснодаре. Все, не оставляю, а вместе поедем уже вместе поедем завтра в сторону Иркутска. Ну все, всем пока. Спасибо огромное за лайки, подписку, комментарии. Пока, ребят. Сабулнуздар.